Даже это недавняя история, когда это все то, к чему может привести безнравственность. А то человеку, у которого нет веры, он может делать такие безнравственные поступки. Когда Абрек Зелимхан, вот есть книга, роман «Зелимхан» Мамакаева, есть роман «Зелимхан» осетинского автора. И в обе эти романы не вошла история. Есть отдельный сборник рассказов, не вошедших в этот роман, истории преданий, из устных преданий, собранные из устных преданий чеченцев. Потому что, когда этот сборник собирался, во второй половине 20 века были же свидетели, которые при своей жизни видели Абрека Зелимхана. И вот я хочу сейчас привести один из этих рассказов, к чему может привести вот бездуховность, безверие. Были абреки, Абрек стал таким героем после того, как появилось движение таких абреков, как Вара, который исповедовал исламскую религию, но в формате мюридизма, это то, что было тогда чеченцам известно, как последователь Вирда Кунта Хаджи. И вот в этот исламский период абрек стал облагораживаться. Но в доисламский период абреки это были разбойники, люди, которые клялись не жалеть никого из своих врагов и не иметь никакой жалости к этим людям. Даже есть клятва абрека, вот старая, доисламская, которая много обсуждалась, и вот это вызывало такой резонанс, когнитивный диссонанс, то есть когда было непонятно, почему нам в последней истории абреки известны как герои, как защитники народа, а в этой клятве произносится святотатство, что их не остановят никакие увещевания, никакие клятвы, что они готовы. То есть для них священен только друг абрек. И они готовы убивать все живое, что окажется на их пути. Вот. Сейчас я передаю недословно, но как бы своими словами суть той клятвы, которая вот, она сохранилась в устной передаче чеченцев. И как-то вот один из рассказов, когда ехал Абрек Зелимхан по одному горному, то есть я сейчас в преддверии его спросили: Зелимхан, что в твоей жизни, то есть какой в твоей жизни день был самый сложный? Ты, наверное, повидал очень много всего. Что для тебя было самым сложным в твоей жизни? Какое самое сложное воспоминание в твоей жизни? И он рассказывает, когда как-то он ехал по одному из горных ущелий, он встретил женщину, которая была почти что в беспамятстве. Для горянки снять платок – это недопустимо. Если женщина сняла платок, то есть она доведена до крайнего как бы отчаяния. То есть эта же женщина была как бы без платка, она вырывала с себя волосы, плакала, билась об землю и проклинала Абрека Зелимхана. Когда он подошел и спросил, Абрек Зелимхан подошел и спросил: почему ты проклинаешь Зелимхана, что он сделал? Она сказала, что Абрек Зелимхан вырвал с ее рук грудного ребенка и ускакал со своим товарищем вверх по ущелью. И Абрек Зелимхан понял, что от его имени действуют какие-то разбойники, и поскакал вслед за этими всадниками, и через какое-то время нагнал их. Нагнал и крикнул им, чтобы они положили ребенка на землю и шли своим путем, что если они так поступят, то ничего между ними не произойдет, и все разойдутся мирно. На этот призыв они ехали, из рассказа, они ехали параллельно, эти два всадника, и перекидывали этого ребенка, окутанного, запелененного, как у нас принято, то есть он был связан, и они как мячик его перекидывали из рук в руки, ехали, параллельно смеялись с этого, издевались и перекидывали этого ребенка из рук в руки. На эту просьбу Зелимхана положить ребенка на землю, уехать, один из них спросил: какого ребенка? Этого? И он его перекинул соседнему всаднику, и тот в ответ сказал: нет, наверное, не этого, и перекинул обратно. И во время, когда он его перекидывал, то есть на лету, на воздухе, второй всадник ему кинжалом отрубил голову. И ребенок развалился на две части. Голова отдельно, туловище отдельно. И в этот момент Зелимхан был очень метким стрелком. Он выстрелом из своей винтовки убил обеих вот этих
извергов, да, вот этих нелюдей. И он рассказывает, что самым тяжелым днем в его жизни, несмотря на то, что он пережил и тюрьмы, и побег с тюрьмы, и гибель родных в бою, отца, брата, высылку своей семьи в Сибирь, высылку своих односельчан, гибель своих друзей, холод, голод, преследование. Вот он выделил именно этот день, что в его жизни самый трудный день был день, когда он относил к матери расчлененного ребенка. Неисламское воззрение может позволить людям вот такие поступки. Потому что это поведение было именно вследствие с языческими убеждениями этих двух всадников, которые клялись друг другу в дружестве и в том, что они не пожалеют никого, ни детей, ни женщин, ни стариков, ни одного живого существа. Они могли убить скот, людей, чего угодно, пока они находились в этих клятвенных заверениях, отношениях клятвенных заверениях. То есть эти люди выходили из всяких границ обычной морали человека. Вот это и есть языческое воззрение.